Вот, распаковали мы наши подушки. Как видите, это 3 подушки с бамбуковым наполнителем. Вот такая вот подушка, она очень мягкая. Так, она 50 на 70. Вот такая вот подушка. Стоит эта подушка, друзья, 3145 рублей. Вот, в тот раз я заказывала 70 на 70, а эти 50 на 70. Вот такая вот подушка. Так. 100% хлопок. Как я сказала, Танзила очень, ей она понравилась, поэтому я тоже захотела ее себе для нас заказать. Вот, заказали мы 2 подушки вот такие вот. Потихоньку я еще буду заказывать. У меня есть подушки из пуха своих гусей и уток, которые когда-то были. Вот. И такие. Потому что когда приезжают уже деток больше у нас, приезжают гости, подушек нам не хватает. И заказала вот такую. Вот такую тоже я заказывала младшей дочери Мадине. Она тоже очень довольна. Поэтому решила и из этой серии одну заказать себе и посмотреть. Тоже, видите? Это твоя будет? Вот. Это уже 70 на 70. Друзья. Эта подушка стоит 1139 рублей. Вот так вот. Вот такие у меня сегодня покупочки, подушечки. Носки. Да, сейчас и носки покажу. Вот так вот. Короче, друзья, подушки. Вот такую подушку я еще давно заказывала Мадине. Еще 2-3, по-моему, подушки. Она очень ими довольна. Хоть и цена у них небольшая. Ну, 1139. Она очень довольна. Говорит, что не слеживаются, ничего, нормально, какая есть, такая есть. Поэтому вот по их рекомендациям я купила и эту, и эти для себя. Вот. В принципе, можно это даже и в подарок, например, купить. Красивая упаковка, как видите. Подарить кому-то, кто там женится, замуж выходит. Или просто даже и без этого можно подарить. Так что заказывайте, друзья. Ну и носочки мужчинам своим, парням своим купила. Так, носки у нас стоят одни 38 рублей, другие 49 рублей. Вот так вот, по 6 штук здесь их. Как мама говорит, у нас одноногие дома. Да, одноногих много, да, у нас в доме. Вот так вот, друзья. Заказывайте, заходите на сайт Василька. Я ссылку оставлю в описании на все их сайты, соцсети, Инстаграм, Телеграм. Заходите, там я всегда говорю, что большой выбор, огромный выбор всего, одежды, постельных принадлежностей, одеяла, покрывала, кухонные принадлежности, ну буквально все, что может пригодиться в доме. И по оптимальным ценам я бы не сказала, что там очень дорого. Так что есть что подороже, есть что подешевле. Но качество от этого, мне кажется, не меняется. Так что я еще попользуюсь подушками. Я вам оставлю еще раз отзыв, какие все-таки подушки. Но опять-таки я по отзывам своих дочерей заказала себе вот такие подушки. Вы заходите, посмотрите, поищите, посмотрите. Может, вам что-то понравится. Я вам рекомендую наш любимый Василек. Ну вот как-то так, друзья. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Тут Ибрагим кушает и смеется вместе же со мной. Вернее, надо мной смеется. Третий дубль снимаю. Так, ну что, мои хорошие, снова вышла на связь через длительное время опять. Сегодня у меня, можно сказать, я сегодня сделала себе выходной в готовке, в заказах. Сегодня у меня день соления будет. Сегодня буду солить огурцы. Банки все перемыла, огурцы поставила в холодную воду. Под навесом они у меня. Сейчас буду их мыть. Чесночок уже. Мне мама почистила чесночок. Видите, сколько мама участвовала в этом деле. Очень хорошо помогает. Она даже, когда я делаю заказы, чистит мне чеснок. Что-то у нас нехорошо держит телефон. Чистит чеснок и лук мне всегда иногда чистит.
любит участвовать в работе. Сегодня, когда я ей дала, честно говоря, может тебе и лук почистить? Я говорю, мам, сегодня лук не надо. Сегодня я буду солить огурцы, только чесночок. Вот так вот, друзья, я надеюсь, у вас все хорошо. У меня тоже, алхамдулилла, ничего, все нормально, все потихонечку, все в процессе, все в работе. Может быть, у меня есть снятые все ролики, я их обычно отправляю в свою группу в WhatsApp, в которой сидят мои заказчики, снимаю. Может быть, вам отправлю сегодня, какие заказы я делала, там, последнюю неделю, может быть, последние несколько дней. Сегодня, как я сказала, сегодня всем отказываю, ничего не готовила. Сейчас быстренько займусь огурцами. И у меня есть заказ, немножко надо будет вечером поработать. Поставила на разморозку кур, поставила на разморозку мясо. Это у меня полуфабрикаты, не готовая продукция. Мне нужно замариновать кур на продажу маринованных и тефтели. Сделаю тефтели, добиваю последний вот из этого заказа. Такой большой заказ у меня полуфабрикатов. Остались только тефтели. Вчера, если честно, так устала, что не смогла. Хотела вчера добить вечером, но не получилось. Думаю, ладно, завтра утром сделаю. А сейчас уже 3 часа дня. Вот как-то так, друзья. Вот понемножечку я буду подключаться. Весь процесс не буду вам показывать, снимать. Сейчас быстренько пойду помою огурцы, принесу. Огурцы и зелень, все помою. И потихонечку мы с вами, может быть, по кусочкам как-то начну снимать. У нас похолодало вечером и утром очень холодно. Днем, правда, хорошо. Вчера вечером вообще не хотела, ночью не хотелось прям даже руку из-под одеяла вытаскивать. До такой степени было в комнате холодно. Такая, в принципе, очень хорошая погода. Вот так вот, друзья. Все, пошла дальше мыть огурцы. Ой. Так, вот, друзья, я уже помыла вот эти вот огурчики. Вот так вот они у меня были в холодной воде, часа 1,5-2, наверное, пока я там с банками разбиралась. И, как всегда, продавцы подсовывают, конечно, внизу салатные огурцы. Сверху вот несколько рядов идут меленькие, а потом вот такие даже салатные. А просят, вот, представляете, 90 рублей за килограмм я заплатила, а огурцы салатные, вон. Всегда так. Если ты не свои солишь, что обязательно подлянку устроить. Там были, правда, по 120 рублей, но сверху были очень маленькие, прям малюсенькие-малюсенькие. Но меня жаба зажала, чтобы 120 заплатить. Так, вот, перемыла зелень, как видите, занесла. Тут у меня и сухой укроп, зонтик, и такой укроп, зонтик, петрушка, базилик, василек. Мы называем его васильком всегда. Базилик такой фиолетовый. Понемногу, много не кладу, понемножечку кладу, мне нравится. Много, конечно, не нравится. Так, теперь, что у меня еще? Я забыла совсем, мне нужно еще помыть лавровый лист. Горошком перец здесь у меня. Сейчас помоем лавровый листик. Так, что, друзья, значит, я сюда накидала лаврового листа, горошком перца. Так, вы видели, как я положила, по-моему, или я точно не знаю, видели или нет. Давайте еще раз пересниму. Короче, положила по 1,5 острого перца. Он не очень острый. Но мне тот раз, когда я еще показывала, сказали, ой, какие они будут острые. Когда я положила на одну банку 2 острого перца, на 3-литровую, и 3 даже я кладу перец. Не острый, нет, наши любят, мои любят, я сама люблю острые. Так, значит, вот так вот, это слишком много. Вот так вот, немножко буквально базилик, также петрушечку. Я прям с этими стебелечками, вот так вот. И немножко вот листья хрена. Правда, с листьями хрена у меня в этом году немножко проблема. Овцы и телята, которые у меня бегали по огороду, съели все. И так, пока я буду с вами общаться, немножко поговорю вам, наговорю вам, да, положу перчика. И у меня сегодня поступило такое предложение. Мне написала одна женщина, оказывается, моя дочка Мадина ей дала мой номер телефона, приглашает меня на работу. В зал торжеств, который открывается в это воскресенье. Она не может найти себе поваров. И мы с ней очень поговорили, она прям загорелась, чтобы я у нее работала по разговору, я ей понравилась.
сказала, что очень бы хотела, чтобы я у нее работала. И по отзывам, но, к сожалению, мне бы самой, девочки, очень бы хотелось пойти туда на работу. Так, просто попробовать себя вот именно на таком поприще, готовить для... Ну, я же готовлю, в принципе, и так готовлю для большого количества людей. Ну, а тут как бы вот на свадьбе работать в команде, потому что, сами знаете, когда я работаю тут одна, мне очень сложно. А там уже будет большая, ну, как большая команда, нормальная команда поваров, посудомойщиц. Она набирает весь коллектив, это открывается у нее такой не ресторан, а именно вот дом торжеств. Показала она мне новую кухню свою, все новое, и печки, и посуда, вытяжка, ну все идеальное, все вот идеально, просто посуда очень красивая. Так, по разговору приятная женщина, и я ей также автоматом понравилась, как бы заочно. Но по некоторым обстоятельствам я, к сожалению, не могу пойти на работу к ней. Хотя, еще раз повторюсь, очень бы хотелось. Не знаю, набирает она. Но я сказала своим девочкам в группе, кто хочет пойти, что есть такое предложение. Они тоже думают, раздумывают. Посмотрим, кто туда к ней пойдет на работу. Вот, набирает она всю команду. Ей нужны и повара, и на салаты, и технички, и дворники, и посудомойщицы. Короче, весь штат ей нужен. О, этот перец был очень острый, жгучий, скорее всего, потому что такой аромат от него пошел. Это что-то. Так, вот этот перец я купила по 60 рублей за килограмм. Прям такой вот очень симпатичненький. Вот видите? Вот, остаток я, наверное, вместе с болгарским перчиком перекручу и просто заморожу. Что вот когда зимой будут заказы и на кур, и да, девочки, вы тоже возьмите себе на заметку, можете сделать тоже такой вот, перекрутить и заморозить. Намазку на индейку, на баранью ножку, на любое мясо. Даже просто если мясо запекаете в духовке, курочку, уточку, это очень будет вкусно. Я же делаю вот этот вот цехтон, просто острый горький перец, болгарский перец и чеснок. Обычно вот на зиму, когда делаю, пока он у меня не закончится, тоже намазываю обычно. Но сейчас хочу в этом году именно заморозить, посмотреть, что будет. Вот заморозить. Может быть, и чесночок добавлю сразу же и заморожу. И еще вот надо обязательно сделать аджиком. Многие мне тогда писали, я вам показывала аджику мою, ну как бы абхазская аджика. Тоже очень вкусно получается, если делать маринад для мяса, для индейки, для баранины, хоть для чего. Тоже надо будет сделать. Но очень не успеваю. Вот представляете, я никогда в это время огурцы не солила. Но они же у меня всегда были свои в огороде. И поэтому у меня получалось солить их сразу, свежие, маленькие. Но так получилось, что когда они были подешевле, ну, меньше 50 рублей они у нас не стоили, друзья, в этом году. Я просто уже, у меня тогда был большой аврал заказов. Я знала, что если я куплю огурцы, то я буду нервничать, переживать, что я их не посолила. И как я, по-моему, сегодня уже сказала, они у меня уже стоят 3 дня. Даже, может быть, 4. Суббота, воскресенье, понедельник. Да, я их купила в пятницу даже. Сегодня 4-й день, получается, они у меня стоят. Представляете? Но с огурчиками ничего, они нормальные. Так, решила все-таки по одному перчику положить. Потому что... Ой, острота от него идет, хотя 1-2 попробовала, они не были такими острыми. Вот так вот. Так, лаврушка, горошком перец, чесночок и перчик острый везде в банках у меня. Сейчас пройдусь, петрушку везде закину, листья хрена. Короче, все это я сейчас закину, и потом займемся огурчиками. Стерилизовать я буду на улице, друзья. Так, немножко припозднилась я все-таки с огурцами. Мне пришлось еще помыть 10 банок. У меня получается 23 трехлитровые банки. Вот. И 27 полторушек. Вода у меня почти закипает. Но снимать уже не получится, потому что под навесом у меня не очень-то светло. Как я сказала, я уже запозднилась, пока доила. Значит, что? Сделано. Теперь я буду класть таблетки
ацетилсалициловой кислоты, аспирина обычной. 3 таблетки на 3-литровую баночку и 1,5 таблетки на 1,5. А потом соль и сахар. Вот, потом к вам подключусь. Вот такие дела, друзья. Так. Теперь положим сахар и соль. Как я сказала, вода у меня уже почти кипит. Холодно уже, я уже безрукавку одела. Вечера, ночи, конечно, у нас холодные уже. А днем тепло. Ну, осень. Красивая осень, не дождливая. Хотя у нас и даже дождь прошелся. Короче, вот так вот по столовой ложке сахара и по 2 столовые ложки соли на 3-литровую банку. А на литровую я кладу чайную ложку сахара, такой с горкой чайную ложку, и столовую ложку соли. Так, пока положу в 3-литровые баночки. Так. Вот сегодня справлюсь с огурцами. Всевышний. 2 дня мне нужно делать заказы, которые я уже взяла, а потом уже возьмемся за помидоры и аджику. Я не знаю, я очень много общаюсь по телефону, поэтому говорила я на съемку или говорила девчонкам, знакомым, подписчицам, не подписчицам, не знаю, но в этом году я не буду делать никаких салатиков, сделаю только аджику. Вот. Потому что у меня есть остатки салатов прошлогодних, нужно их докончить, да и не едят они у нас. Поэтому в этом году не буду заморачиваться, сделаю просто аджику. Посмотрю еще, сделаю ревизию, посмотрю, есть ли у меня помидоры в собственном соку, потому что старший сын их очень любит. Если не осталось, то для него сделаю и помидоры в собственном соку. А так посолю, наверное, еще баночек 20 помидоров, потому что остатки у меня есть еще тоже. Посмотрю точно, сколько там банок осталось. И все. Ну и на заказ у меня аджика и кизиловое варенье мне заказали. Но я вот так давно не делала кизилового варенья. Я ей сказала, что куплю килограмм, посмотрю, как оно у меня получится. И если мне понравится, я сделаю и кизиловое варенье. Кизил, благо дело, на рынке был. Что-то я и на рынок часто езжу, но не снимаю. Надо вам рынок поснимать в следующий раз, как поеду. Так, друзья, вот так вот у меня стерилизуются банки. Сразу же вода. Кипит рядом вода для того, чтобы налить в огурцы. И вот так вот стерилизуются банки. 3-литровые минуты 4-5 максимум я стерилизую. Ну а 1,5-3 минуты только. А пока у меня стерилизуются огурцы, я время зря не теряю. Налепила вот такие вот тефтельки маленькие. Заказ такой, что именно маленькие должны быть. Вот. Вот таких вот 4 лоточка. Я снимаю, разговариваю, укладываю базилик. Оказывается, я не нажала кнопку съемки, тоже мне блогер. Так, девочки, друзья, у меня остался вот такой вот небольшой пучочек базилика после засолки огурцов. Его тоже я решила сейчас быстренько положу положила уже, вернее, так, не мелко нарезала, потому что, чтобы не пропускала, дырочки туда не падало. Не падал мой базилик. Я покупаю базилик сушеный в пакетиках. Есть некоторые блюда, в которых рекомендуют его добавлять. Конечно, я не во многие блюда его добавляю, но тем не менее, раз есть, я его вот положила, высушу. И посмотрим, что из него получится. Будет ли такой же, как и в магазине, в пакетике. Вот, все, отнесу туда, в комнату, туда в дом, потому что здесь на кухне у меня нет места, чтобы он тут работал, все занято. Ну вот как-то так. Теперь я дальше буду мариновать кур, хоть и поздновато, но надо. Сегодня надо добить то, что я
наметила сегодня сделать. Тефтели сделала, огурцы посолила и кур замариную, чтобы завтра у меня завтра полуфабрикаты, я уже вам говорила. Вот как-то так. А Верхов, как видите, он у меня уже служит верой и правдой 3 года. Я благодарна этой фирме. Это сейчас не реклама, друзья, ничего. Вы, наверное, помните, что мне его присылали на обзор. Ну, вот он у меня очень хороший помощник. Так, ну вот, друзья, и на сегодня последний мой объем работы. Вот таких вот 5 курочек. Мне надо сейчас их убрать сначала пенечки, осмолить, разделать и замариновать. И уже завтра отправить по заказчице. Не в готовом виде, а вот просто в замороженном виде, замаринованных. Сейчас я быстренько без вас это сделаю. Мои дорогие, отправляю вот такой вот большой заказ полуфабрикатов. 60 штук чебуреков. 7 килограмм тефтелей. Было сказано, чтобы они были небольшие, поэтому тефтели маленькие. 3 килограмма варенька с творогом. 5 килограмм голубцов. 6 килограмм мант. 3 килограмма вареников с картошкой. И 5 килограмм пельменей. Возюэлёш. Заказ отправляется в Кантышево. Ждем такси. Заказывайте, друзья. Это постоянная моя клиентка. Ей нравится моя продукция.